Нуцал-Суракат. Нуцал-Суракат, сын Нуцала-Саратана I и внук Урус-хана II. Суракату подчинялись и платили дань все народы, начиная от Черкесии до города Шимахи. При Нуцале-Суракате установился порядок престолонаследия, согласно которому на троне никто не имел права восседать, кроме его наследников по мужской и женской линии. Подданные Сураката были язычниками, христианами или иудеями. Нуцал считался могущественным дагестанским правителем. Аварскому Нуцалу были подвластны все народы от Шимахи до Кабарды, а также тушети и чеченцы. Согласно запискам Императорского географического общества, Суракат повелевал народами от Шимахи до Кабарды, чеченцы и туши. Согласно Мухаммад-Рафи аш-Ширвани, Суракат правил в городе Танус, расположенном в области Авария, а он сильнейший из городов Дагестана своим могуществом. В казну Сарира, согласно тому же источнику, поступали налоги от всех обитателей Дагестана, начиная от Черкесии до города Шимахи, который располагается в Ширване, в пределах современного Азербайджана. Азербайджанский ученый XIX века Аббас Кульяга Бакиханов пишет, что в городе Танусе, древней столице Аварии, был могущественный и грозный мир, которого звали Сурака. Далее он продолжает: этот Сурака, владея землями от границ Шимахи до земель черкесов и чеченцев, взимал со всех княжеств и обществ дань наличными деньгами, скотом, товарами, хлебом, фруктами и даже куриными яйцами. Арабы считали Сураката врагом ислама, вели с ним ожесточенную войну за покорение Аварии. В записках также говорится, что авары были тогда уже, как и теперь, первенствующим народом в Нагорном Дагестане. И дали арабам долгий и кровавый отпор. Войну с Суракатом начал шейх Ахмад. В одной из битв Суракат потерпел поражение и отступил в Тануси. Шейх Ахмад вместе со своими сподвижниками Абдуллой и Абу-Муслимом разорили хунзов, как сказано в одном источнике, предали смерти его воинов с союзниками, взяли в плен их жен и детей, ограбили все их имущество и сокровища, обратили жителей в религию ислама. Суракату вместе с семьей пришлось бежать в свои владения в Тушетии. Под конец жизни Суракат вместе со своими войсками захватил власть в государстве. К тому моменту шейх Ахмад был уже мертв. Он был похоронен в Хунзахе, но долго засидеть со Суракату не удалось. Абу-Муслим напал на Сураката и вновь он отступил в Тушетию. Суракат умер после этого.